Урматтуу студенттер, камераларды жандырып койгула, микрофондоруңарды өчүрүп койгула, камералар жанык болсун. Тетрадь, конспект, тетрадь, ручкаларыңар даяр болсун, потому что бүгүн биз өтө ценный будем получить, вы должны конспектировать все это. Поэтому пока мы начнем, готовьтесь. Так, саламатсыңарбы, урматтуу студент Мирна. Бүгүн биздин 22 апрель күнү быйылкы жылы президент жарыялаган балдарды коргоо, санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылына карата ошол жылдын жарыяланышынын алкагында жана социалдык иш кафедрасы социалдык иш багытында окуп жаткан студенттер үчүн атайын конок лекция уюштурганбыз. Конок лекциябыз онлайн түрүндө өтүп жатат. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз бул лекциянын жүрүшүн дагы онлайн түрүндө уюштурдук. Бүгүн конок лекциянын биздин лектор, кадырлуу коногубуз Ош шаарындагы Smile KG коомдук фондунун директору, педагог, психолог Кузнецова Лариса Владимировна. Алгач ошол Smile KG коомдук фонду боюнча бир аз студенттерге маалымат берип өтсөм, бул Smile KG коомдук фонду 2010 жылдын март айынан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет экен. Булардын негизги миссиясы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо жана алардын кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелинет экен. Булар мамлекеттик мекемелер менен биргеликте 30дан ашык долбоорлорду социалдык долбоорлорду ишке ашыруу негизги ишмердүүлүгү бул коомдогу ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ошолордун үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү болуп эсептелет. Бул коомдук фонддун негизги ишмердүүлүгү ал жерде психологиялык жардам жана аутист балдарды чоңойтууда, алардын жүрүм турумун окутууда негизги жардамдарды көрсөтүү болуп эсептелинет экен. Бул фонддо азыр центрде 7 адис иштеп жатат, 4 логопед, аба инструктор, педагогдор жана ошол психологиялык жардам көрсөтүүчү адистер. Бул коомдук фонддун негизги ишмердүүлүгүн алып айта турган болсок, булар ошол адистердин негизги квалификациясын жогорулатуу боюнча коомдук фонд жылына ошол атайын гранттарды утуп алып, ошонун негизинде өздөрүнүн адистеринин квалификациясын жогорулатып турат экен. Биз күндө ошол Лариса Владимировна менен сүйлөшүп атканда, ал ошол бизге кошо эле ушундай биз менен кошо иштешип атканда, ошол азыр эле бизге мен ата энелерге консультация беришим керек, менин сабагым бар, консультациям бар деп. Демек фонд бул азыркы кырдаалга карабастан карантиндин шартында дагы ошол аралыктан болсо дагы негизги консультациялык иштерин дагы деле жүргүзүп атат. Коомдук фонд бул Кыргызстандагы баардык ошол социалдык жалпы долбоорлорго тактап айтканда балдардын именно мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо боюнча ар кандай социалдык иш чараларга активдүү катышып келет экен. Биздин негизги бул фонддун биздин студенттерге өздөрүнүн практикалык жана педагогикалык жардамдарын көрсөтө алат. Биздин студенттерге кичине болсо дагы өздөрүнүн кеңешин бере алат. Бизге
тыгыз иштеше алат деп биз ушул фондду тандаганбыз. Эми фонддун фонддун жайгашкан жерин айта турган болсок, бул фонд Ош шаарындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан. Ориентири бул аяр бала балдарды коргоо борборунун жанында жайгашкан. Мен анда экранды демонстрациялаганды токтотуп, мен негизги сөздү азыр биздин коногубуз лектор, педагог, психолог, көп жылдык тажрыйба алуу педагог Лариса Владимировнага сөздү берсем. Лариса Владимировна, вам слово. Вы можете начать свои лекции. Спасибо огромное за приглашение, Алима. И спасибо, Наргиза, за информацию, которую вы предоставили о нашей организации. Очень я рада тому, что сегодня, дорогие студенты, могу с вами общаться посредством онлайн-системы программы Zoom. Я сейчас включаю презентацию. Прошу вас слушать внимательно. Вопросы все по ходу записывайте. То есть у вас должна быть под рукой ручка, блокнот. Пожалуйста, обязательно записывайте все вопросы, которые вас будут интересовать по ходу лекции. И в конце я постараюсь ответить на эти вопросы. Итак, я перехожу на свой экран. Так. Тема нашей лекции посвящена проблемам аутизма. Действительно, сейчас такое время, идет апрель месяц, и в течение всего апреля по всему миру, в странах, которые продвигают решение вопроса, хранения информации. Это Всемирный день. Проводим разные мероприятия, поэтому я очень рада принять участие в этой лекции и рассказать сегодня, наверное, вкратце, потому что время у нас ограничено. Это очень обширная тема и очень много неизученного еще в этой теме. Но я постараюсь поделиться с вами той информацией, которой я владею. То есть мы посмотрим, что такое вообще понятие аутизм, какие причины аутизма, какие есть признаки расстройства аутистического спектра. Кратко мы называем РАС, то есть 3 большие буквы обозначают первые буквы расстройства аутистического спектра. В названии нашей темы стоит тема еще ABA-терапия. Я поставила эту тему, потому что я хочу немного о том, как бороться с этой проблемой, как помочь семьям, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра, с аутизмом, и как им помочь, чтобы их дети социализировались в общество. Вы будущие социальные работники, вы преподаватели социальной сферы. Ваша деятельность направлена на то, чтобы помочь людям, действительно работать с людьми, с семьями. И эта тема очень важна, потому что именно социальный работник увидит причину и поможет семье найти правильно, куда обратиться за помощью. Итак, мы переходим, почему-то не переходим. Есть. Само понятие аутизм. Вот как бы впервые вообще в Кыргызстане заговорили об аутизме лет 10 только назад, лет 7 назад. Раньше мы не обращали внимания на детей с таким диагнозом. И мы, конечно, понимали все, что это какая-то непонятная болезнь,
что непонятно, как ее лечить, непонятно вообще, куда обращаться, к каким врачам, специалистам, потому что не было таких специалистов. И вот здесь мы видим в понимании стоит МКБ-10. Это международная классификация болезней, 10-я версия. И аутизм стоит под грифом F84. Что же это обозначает? Это обозначает нейробиологическое расстройство, характеризующее выраженным дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, стереотипным поведением. Да, определение вот существует, но надо понимать, что же такое аутизм на самом деле. Конечно, это миф, что аутизм – болезнь. Болезнь, она всегда лечится. Болезнь, мы болеем гриппом, мы болеем другими болезнями, ангиной, например. У нас высокая температура поднимается, у нас кашель бывает. И это все излечимо. То есть мы принимаем таблетки, принимаем антибиотики, уколы, и болезнь проходит. Но от аутизма нет никакой таблетки, нет никакого лекарства. И аутизм нельзя вылечить. Но как же быть тогда, если мы знаем, что у ребенка, у человека есть расстройство аутистического спектра? Это очень широкий спектр, поэтому мы называем его целый спектр расстройств. То есть нет похожего человека, а все аутисты, все люди с аутизмом, дети с аутизмом, они разные. У каждого свои признаки, свои выраженные дефициты, но они все находятся именно в этом спектре, поэтому мы называем расстройство аутического спектра. Тяжесть симптомов, как говорится, очень разная. Что нужно знать об аутизме? Что аутизм, расстройство аутического спектра встречается намного чаще, чем такие заболевания, как рак, диабет и СПИД вместе взятые. Понимаете, какое это сейчас, вот какая-то огромная проблема у человечества появляется. Еще такой признак, что у мальчиков встречается в среднем в 4 раза чаще, чем у девочек. Поэтому вот мы видим, что количество мальчиков намного больше, чем девочек. Очень сложно еще в том, что нет медицинского анализа для выявления аутизма. Что такое медицинский анализ? Мы можем, конечно, сдать кровь, пройти МРТ головного мозга, давление там померить, еще различные сдать анализы, да? Но все анализы будут показывать, что ребенок здоров. То есть не можем мы выявить аутизм через медицинский анализ. Скажу о том, что в настоящее время распространенность аутического спектра у людей очень велика. Очень долгие годы нам говорили, что распространенность, вот это как бы информация 2008 года, на 150 детей один ребенок с аутизмом. Это 2008 год. И последние годы нам говорили, что 1 на 68 в США, 1 на 38 в Южной Корее. Выявляемость, значит, очень великая, большая выявляемость в Южной Корее. Мы потом поговорим, почему причины возможной выявляемости влияют на то, что детей больше. Великобритания 1 на 100. И вот сейчас уже, вот последние совсем данные, было 1 на 54. Это данные 2020 года. Сейчас один ребенок на 54 ребенка с аутизмом. Общий 1% населения мира страдают аутистическим спектром. А что же происходит в Кыргызстане?
В Кыргызстане у нас эта проблема начали мы изучать, в общем-то, недавно, и поэтому еще нет такой большой информации. И эта проблема детского аутизма особенно у детей, стала привлекать к себе внимание в последние годы благодаря деятельности общественных организаций и активных родителей, подозревающих о наличии симптомов РАС у своего ребенка. И вот если следовать данным Всемирной организации здравоохранения, распространяемости детей с расстройством аутического спектра, то в Кыргызстане можно считать, что у нас 20 тысяч детей с аутизмом. 20 тысяч детей. Общее же количество вообще детей с ограниченными возможностями в Кыргызстане 30 тысяч. В эту цифру не входят дети с аутизмом, потому что это дети практически не зарегистрированные, не признанные, то есть они не имеют инвалидность. Очень малая часть родителей соглашаются, чтобы получить освидетельствование инвалидности. И поэтому вот мы знаем около 27 тысяч говорили, сейчас около 29 тысяч. Растет эта цифра, да, инвалидность детская увеличивается. Около 30 тысяч детей с инвалидностью у нас в Кыргызстане. Но среди этих детей очень малое количество детей с расстройством аутического спектра, потому что они не стоят на учете медико-социальной экспертной комиссии. Но мы уже понимаем, что число детей с РАС у нас очень велико в Кыргызстане, и оно подходит к 20 тысячам детей в Кыргызстане. Я могу поделиться с вами вот этим документом, который называется «Клиническое руководство по диагностике и терапии расстройств аутического спектра у лиц до 19 лет». Оно издано в 2018 году, это новое издание. До этого было «Клинический по диагностике аутизма» 2015 года. И когда мы сравниваем эти два документа 2015 года и 2018 года, мы видим огромную разницу в подходах к вообще вмешательствам к лицу в руководстве. Это руководство тоже можно скачать, найти в интернете. Поэтому советую вам сейчас прямо вот записать клиническое руководство, название. И кто очень хорошо, если вы владеете интернетом, вы можете его найти и скачать. В этом руководстве действительно вы найдете обширную информацию о понимании аутизма, и очень важно, что в этом руководстве есть именно описана та терапия, которая необходима, которая оказывает помощь в коррекции у детей с аутизмом. Очень важно отметить, что именно в этом руководстве, в зависимости от руководства 2015 года, красной строкой прописано, что медикаментозного вмешательства нет, не существует. Еще раз подчеркиваю, аутизм – это не болезнь, и поэтому нет лекарства от аутизма. А что же тогда мы называем лекарством от аутизма? Это, конечно же, работа с поведением, потому что аутизм – это отклонение поведения человека, отклонение, нарушение поведения ребенка. Что с ним происходит? Почему он так себя ведет? Если у него происходят различные признаки, например, он, мы как говорим, буйный, да, бьется, кусается, головой бьется об стенку. Что делают в этом случае? Раньше считалось, что необходимо этого ребенка успокоить, сделать ему укол, но укол пройдет. И то, что ребенок бился головой об стену, кусался, это не пройдет, потому что это последствия поведения ребенка. Надо понимать, почему он так делает. Вот на сегодняшней лекции я не буду затрагивать этот вопрос о поведении. Я хочу еще раз с вами встретиться и рассказать уже вообще, что такое поведение, что такое проблемное поведение и какие существуют методы работы с поведением.
Вот данное руководство, там об этом все немного описано, какие существуют вмешательства, какие существуют вообще терапии, которые помогают ребенку. Вот для кого это руководство? Как видите, широкая целевая группа, и социальные работники, они тоже находятся здесь, в этой нашей группе. Потому что действительно, чтобы работать с ребенком с диагнозом аутизм, необходимо работать целой командой специалистов. Мы называем это междисциплинарный подход. Мы называем это команда, междисциплинарная команда, в которую входят наряду с врачами, невропатологами, психиатрами, психологи входят, логопеды входят туда, и социальные работники, обязательно социальный работник. Потому что социальный работник, он очень близок к семье, он работает на территории с каждой семьей, он знает проблему семьи, и он первый увидит, что в семье есть ребенок, родился такой ребенок, и как помочь данной семье. То есть социальные работники, они находятся, можно сказать, на передовой, потому что сначала выявление, а потом семья будет направлена к психологам, психиатрам, невропатологам. Итак, немного остановимся на том, какие же вообще причины, почему, откуда появляется аутизм. Очень много вопросов. Я думаю, что у вас сейчас возникают такие вопросы. Откуда, когда же появляется аутизм? Что нужно сделать? Какая должна быть профилактика? Как мы можем предотвратить, чтобы рождались дети здоровые, чтобы не было у них аутизма? И вот причинами распространения и роста распространяемости аутизма считается сейчас, первое, это улучшение диагностики. То есть сейчас, конечно же, век такой наступает, когда уже улучшается наша диагностика, появляются специалисты. И вторая причина – это увеличение информированности специалистов и родителей. Родители уже стали более открыты, они видят информацию, очень много информации, и они понимают, что нужно обращаться к специалистам. И они ведут своего ребенка к специалистам, и поэтому число увеличивается детей. Вот практически, конечно, раньше это считалось ребенок с умственной отсталостью, как мы говорили, ребенок с какими-то нервными заболеваниями. И если к такому ребенку не применяя, не делать никаких вмешательств специалистов, то такие дети остаются неразвитыми, и они пополняют ряды шизофрении. То есть вообще изначально, вот когда только-только как бы войти в историю аутизма, она исходила оттуда. Вот есть такая работа шизофрении у детей 1925 года это исследование. И вот тогда эти признаки аутизма, они были у детей, которых относили к заболеванию шизофрения. И поэтому я сейчас, вот, например, действительно, уважаемые студенты, преподаватели, я вообще как бы горжусь тем, что у нас создан в Ваше такой центр. И родители узнают, могут куда обратиться. Но я хочу сказать о том, что мне очень горько, что когда начинали, это было 2013 год, 2011-2013 год были первые только наши работы, наши встречи, изучение, что такое аутизм. Мы сами тогда не знали никакой терапии. Нашли первую книжку «Дайте повод для вашему ребенку, повод для общения». Запишите «Дайте вашему ребенку повод для общения». Вот с этой книги мы начали думать, как же помочь детям. Они не разговаривают. Они в основном, 90% не разговаривают, эти дети, не имеют речи. И что же происходит? Физически развитый ребенок. Вот, и мы начали думать. И тогда, вот уже прошло, получается, в 2017 году, 5 лет мы обучались. И сейчас, в настоящее время, мы все продолжаем учиться, специалисты наши продолжают обучаться.
Мы наладили контакты с теми центрами из России, из Бишкека, России, Новосибирск, Ташкентом общаемся, с Санкт-Петербургом, Москвой и Новосибирском, вот эти 3 города, где мы знаем, где можно получить это образование, специальное образование по помощи детям с аутизмом. Вот. Но я хочу сказать о том, что вот мне горько сейчас видеть тех детей, которые мы встречали 5 лет назад. Они уже подросли, им уже по 14, по 15 лет, и этим детям мы не смогли тогда помочь. Сколько детей, которые еще раньше были? Дети растут. Нужна им помощь именно сегодня, прямо сейчас, здесь и сейчас мы должны помогать детям, потому что их детство заканчивается очень быстро, и мы должны им помочь на самом раннем этапе развития, выявить и правильно направить к специалистам. Вот. Поэтому, конечно, очень хорошо, что мы в этом направлении работаем, но нам еще очень многому надо учиться и проводить эту работу дальше. Рост генетических заболеваний тоже влияет на распространенность аутизма. Как вы знаете, у нас в Кыргызстане генетика не развита, и поэтому если бы мы могли на самом раннем этапе у женщины, которая только забеременела, и узнать, есть ли у нее аутизм у ребенка. Я хочу сказать еще об одной причине, это ухудшение экологии. Вот ухудшение экологии, это мы видим очень хорошо. И я всегда, когда читаю лекции для студентов, я всегда обращаюсь, уважаемые студенты, вы молодые, вы будете создавать семьи, у вас будут дети. Вы должны подумать о том, какие у вас будут дети. Потому что вокруг вас все это экология. Что вы пьете, что вы кушаете, в чем вы одеты, каким воздухом вы дышите. Вот все, что нас окружает, это все влияет на состояние здоровья будущего ребенка. Особенно в период беременности, особенно в первый триместр. Мы говорим, что да, это происходит, аутизм заложен где? Вот в каком месте в человека формируется мозг? На стадии формирования мозга. В первые 3 месяца беременности происходят изменения, влияет что-то на мозг, происходят какие-то изменения, и поэтому потом необратимые уже следствия получаются, когда ребенок рождается. Поэтому необходимо, чтобы женщина, девушка, которая носит ребенка, будущего ребенка, она должна быть окружена заботой и вниманием. Она должна питаться самой экологической, чистой пищей. И, конечно же, стрессы. В наш век в такой вот социально-экономической ситуации многие женщины подвержены насилию, стрессу. Поэтому это тоже очень сильно влияет на мозговую нашу деятельность, на формирование мозга. Вот в чем важны такие причины. Очень много мифов есть. Тоже можете сейчас себе пометить, о чем говорят у нас. Я могу, может быть, ответить, но скажу, что очень много мифов. Например, миф, что аутизм появляется после вакцинации, то есть прививки. Многие родители отказываются от прививок и говорят, это причина аутизма. Вот после прививки мой ребенок перестал разговаривать и вспоминать слова, или там запоминать действия свои. Он это умел, а после прививки он перестал это делать. Это миф. Вакцинация и прививка не влияют на появление и распространение аутизма. Аутизм появляется в первый триместр беременности. То есть когда вы только еще забеременели, то есть не когда ребенок родился, а когда ребенок находится в утробе матери, уже у него закладываются признаки аутизма. Так. И вот какие же признаки аутизма? Если вы будете обращать на таких людей, таких детей, вы можете увидеть у них проблемы с социальным взаимодействием, проблемы с коммуникацией и речью и, конечно, стереотипное поведение. Мы сейчас подробно остановимся на каждом признаке
что относится к социальному взаимодействию, коммуникации, речи, что такое стереотипное поведение. Но хочу сказать, что первые признаки мы можем уже определить у малыша. Самые первые признаки – это отсутствие глазного контакта и ответной улыбки уже в 4 месяца у малыша. Вы можете заметить, мама может заметить, близкие окружающие люди, которые находятся рядом с ребенком, могут заметить, обратить внимание, что ребенок не смотрит на вас, что ребенок не улыбается вам в ответ. У него отсутствует интерес к лицам, к родителям и другим людям. У него нет разделенного внимания, совместного интереса. Он не лепечет, не жестикулирует с 12 месяцев, не реагирует на голос матери. Возможно, да, у него не аутизм. Возможно, конечно, это только первые признаки. Но нужно обратить внимание на это. Я думаю, что многие родители, говорят, да мой ребенок спокойный, он много спит, не обращает внимания, вот покушал и спит, покушал и спит. Да, но все равно дети должны быть активными. 4, в полгода, 8 месяцев. Происходит первый лепет, спекуляции различные, да, ну и как они радуются голосу матери, как они обращаются, они видят лицо, они понимают, они видят лицо своей мамы. Вот. Нужно обратить внимание на эти ранние признаки. Но некоторые признаки, симптомы могут появиться к 3 годам. То есть ребенок развивался, все было хорошо, ребенок уже начал разговаривать, и вдруг у него теряются некоторые слова и фразы, он стал забывать, у него заметно нарушение социальных навыков, он как будто бы уходит в себя, не общается ни с кем, играет самостоятельно сам с собой, глазного контакта избегает, у него сужаются интересы, и у него очень часто истерики. Это тоже могут быть проявления, признаками аутизма. То есть ребенок до 3 лет может развиваться, и мозг не проявляет никаких таких вот признаков аутизма, а в 3 года могут они проявиться. Итак, что же такое коммуникация, социальные навыки? Ну вот, например, не замечает ребенок, когда родители уходят и возвращаются с работы. То есть ребенок сам погружен в себя, играет. Пришли родители, обычно папа там или мама приходят с работы, дети бегут навстречу всегда к родителям, спрашивают у него, что купила, вот, радуются родителям, папам радуются, папа игрушку обязательно принесет. Но ребенок с аутизмом, он будет спокоен, он не будет внимания, кто пришел, кто ушел, даже если это мама. И очень печально, потому что иногда дети с аутизмом, они даже не знают, что вот эта женщина, которая за ним ухаживает, кормит его, любит его, что это его мама. То есть социальное понятие мама для них чуждо. Вот смотрите, такая картинка. Чтобы что-то взять, чтобы что-то ему подать, ребенок подходит, берет руку взрослого и протягивает к игрушке. То есть у ребенка с аутизмом отсутствует просьба. Он не может попросить, показать, указательного жеста у него нет. Мама, дай то, мама, дай это. Нет указательного жеста. Он подходит, молча берет маму за руку и протягивает, ведет туда, что ему нужно. Вот. Очень такой мы называем красным флагом аутизма – это зрительный контакт. Все исследования доказывают, это самый первый признак, что дети с аутизмом, взрослые, они не смотрят в глаза человеку.
Когда мы беседуем друг с другом, мы обязательно смотрим друг другу, доверяем как бы друг другу, что мы говорим, понимает человек меня или нет, когда я смотрю на него. Извините, Вот, Лариса Владимировна, говорю у и нас смотрю. время заканчивается. Мы обратно с этим Да, же вы что? идентификационным кодом вы можете зайти, уважаемые участники. Мгм. Может, через Как 2 быстро минуты у у нас нас время заканчивается заканчивается. Хорошо, первый давайте этап. перезагрузимся. Ну, пока мы можем, но сейчас они автоматически сами отключаются. Автоматически может уйти, да. Да. Так, хорошо. Пока до этого можем продолжать. Продолжаем. Действия ислама. Он может играть по очереди, он не понимает этих правил, он не понимает слов, которые к нему обращены, он играет сам с собой. У ребенка с аутизмом не развито чувство эмпатии, то есть сострадания, чувство, которое, вот, ребенок плачет, ему больно, ребенок с аутизмом не понимает, что другому ребенку больно. Также у детей с аутизмом есть такой признак, как отсутствие чувства опасности. И вот здесь вот именно этот признак приводит к тому, что дети с аутизмом должны быть при постоянном надзоре и контроле. Как вы знаете, сейчас в социальной сфере очень большие изменения произошли по поводу того, что вышло постановление, уже получают родители социальную помощь, это пособие для ассистента, для человека, который ухаживает за тяжело больным ребенком. Так вот, дети с аутизмом, они тоже признаны. В их карточках тоже прописано, что данный ребенок, требуется не только уход, если у него тяжелое расстройство, например, детско-центрального паралича, то, конечно, требуется уход. То у детей с аутизмом требуется контроль, потому что у детей нет чувства опасности. Они могут выйти на дорогу, они могут подойти к собаке, или там какая-то яма, или там какой-то люк, они